Более полумиллиарда рублей – такова прибыль ингушского отделения Сбербанка за прошлый год. А за первое полугодие 2017-го филиалом получено 250 миллионов рублей. Перед коллективом стоит задача поднять эту планку до 600 миллионов рублей до конца года. Такие итоги на встрече с главой республики подвел управляющий региональным отделением банка. Ахмед Арчаков также отметил, что Сбербанк в республике ассоциируется с высокотехнологичными банковскими продуктами, современной инфраструктурой и профессиональными кадрами. В среднем, вот если брать Сбербанк, у нас не вернулось по разным причинам до 10% кредитов. Это достаточно большая сумма. Да, по России есть и больше показателей, но мы не тот регион, у нас не та финансово-экономическая база, чтобы мы могли позволять себе такие потери. Это не только потери самого банка. Вот мы в прошлом году заработали более полумиллиарда прибыли, заплатили налогов в бюджет 96 миллионов. Если бы мы получили, вернулись эти деньги к нам, количество налогов, общая сумма налогов, она тоже была бы больше. Что касается просрочки физлиц, то тут в Сбербанке положение очень неплохое. Мы сегодня первые на юге России, как говорится, от Украины до Туркмении, ни у кого лучше, чем у нас, нет. У нас 4%, 4,1% просроченной задолженности от 2 миллиардов. Это по юрлицам? По физлицам. По физлицам. По физлицам, да. Наши специалисты нашего отдела по взысканию проблемной задолженности, они уже второй год занимают первое место по России в Сбербанке, именно в рейтинге Сбербанка. Глава Ингушетии напомнил, что в республике реализуется целевая программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Ингушетии», а Сбербанк участвует в развитии жилищного кредитования. Более того, совместно с региональным правительством запущена и подпрограмма жилищного кредитования «1000 квартир». Здесь я вижу крайнюю недоработку Министерства финансов, Минэкономики, которые должны были контролировать эту программу, и Сбербанк, который играл в этой схеме, что из-за вас эта программа буксует. И те, кто взял на себя обязательство строить эти дома и участвовать в этих программах, почему-то свои обязательства тоже не выполняют. В рамках программы «1000 квартир» уже выдано 107 кредитов. Остаток задолженности на текущий момент составляет около 150 миллионов рублей. 107 семей получили квартиры, и за них правительство республики 100% погашает всю задолженность. Сейчас на рассмотрение уже программа запущена с начала августа. 38 семей отобраны правительством, комиссия правительственная, как возможные получатели кредитов. На сегодняшний день мы уже рассмотрели около 9, приняли положительное решение по 30 из 38. Ожидается, что в ближайшие 2-3 недели мы полностью закончим обработку этих 38, и все, кто поступят с правительственной комиссией, мы успеем. Эта программа будет действовать до конца декабря, то есть мы ожидаем среднее получение кредитов от 40 до 60 человек, семей могут получить эту помощь от государства. У нас программа что говорит? Именно строить или приобретать жилье могут они? Только в новом строящемся жилье. Или построенном, или на стадии строительства. Новом. Да, только в новом. Вот вторичный рынок туда не входит. Да, вторичный рынок здесь не надо. Посмотрите, у нас много жилья. Разделите эти 38 или сколько человек будет по муниципальным образованиям. У нас много построенного жилья, которое могут реализовать люди. Просто сдают под квартиры, под наем, и даже пустующие стоят. В Малгобеке, в Назране, и здесь Магаз в том числе. Магаз не входит в это. Магаз не входит, да. Поэтому изучите тему и посмотрите, не обязательно строить. У нас есть ряд компаний, которые подписали соглашение, строительные фирмы, так? С ними тогда уже проговорите, Минэкономики. Мы же соглашение с ними подписали, что они будут строить. Но они тоже свои условия не выполняют. И вы по ним никаких решений тоже не принимаете. Или не применяете никаких санкций. Хорошо, посмотрите тогда. И изучите Минэкономики, в том числе и Минстрой в целом. Посмотрите, как можно и свободно это жилье тогда приобретать квартиры под эту программу для жильцов. И первые заселенцы, которые будут, надо по ним провести хорошую рекламу. Мы говорили, что это в своем большинстве должны быть люди, молодые семьи, до 35 лет, да? В программе могут участвовать. Посмотрите еще раз по этим молодым семьям. Мы делали это для того, чтобы молодым семьям помочь.
Что касается деятельности Россельхозбанка в регионе, то общий кредитный портфель на 1 августа составил 6 миллиардов. А это, по словам директора филиала, 100% от плана. Но высокой остается просроченная задолженность. Портфель по Россельхозбанку составляет 6 миллиардов 91 миллион рублей. Мы укладываемся в плановые показатели, хотя вот этот, скажем так, кредитный портфель, он практически в большей степени проблемный. Из них у нас по юридическим лицам кредитный портфель составляет 5 миллиардов 28 миллионов рублей, просрочка составляет 2 миллиарда 299, но я еще раз говорю, там почти миллиард рублей еще просрочка, мы технически делаем пролонгации в нарушение некоторых норм по просьбе головного офиса. Кредит портфель розничного бизнеса, имеется в виду физические лица, составляет 1 миллиард 57 миллионов рублей. И в том числе просроченная задолженность 936 миллионов рублей. Значит, что мы сделали? Сделали за полгода. Погашено кредитов на сумму 235 миллионов рублей, в том числе 199 миллионов рублей проблемных кредитов по физическим лицам и 36 миллионов всего лишь по юридическим лицам. Глава Ингушетии подчеркнул, что испорченная кредитная история недобросовестного заемщика должна быть доступна всем банкам страны.